Первые зимние наши. Ровно неделю назад завершились первые международные зимние спортивные игры «Дети Азии» на Сахалине. Юные спортсмены вернулись домой, готовятся к следующим стартам. В Якутске прошло чествование медалистов, которые получили благодарственные письма и денежные премии. Какой ценой дались ребятам медали и какие у них дальнейшие планы? На встрече побывала наша съемочная группа. Первые зимние дети Азии, первые медалисты. Из 8 видов спорта юные якутяне отличились в биатлоне, лыжных гонках и хоккее. Напомним, по результатам спортивных игр Якутия завоевала 6 медалей, 3 серебряных и 3 бронзовых. Наиболее долгожданным и впечатляющим стал результат биатлониста Николая Максимова из амгинского села Сулгачи. Он принес сборной первую медаль. Стал серебряным призером в дистанции 10 километров, уступив Виктору Молчанову из Сибирского федерального округа. Разрыв составил 24 секунды. Как говорит сам Николай, соперники сильные, конкуренция достойная и гонка вышла интересной. Сделал практически историю. Чувствую себя отлично. Так никогда не улыбался. Первый раз. Трасса тяжелая, но лыжи хорошо катят. Чувство радости и гордости за него, за нашу работу биатлонную и за республику в целом. Первая медаль, серьезно, первая медаль. Наибольшие успехи продемонстрировали лыжники. Илья Заворотных завоевал серебро, Анастасия Ткаченко и Владислав Парфенов получили бронзу в эстафете дружбы по лыжным гонкам. Медаль давалась очень тяжело, к ней идти нужно было не 1, не 2 и не 3 года. Это как бы работа, это апогей всего того, что мы делали, то есть всей работы, которая вот, как ты пришел маленьким человечком таким на лыжи, как встал, и вот это как бы вот, всего того, когда ты еще ребенок, это вот самое такое большое достижение, которое может быть. Шли очень долго. Первые дни у нас ничего не получалось, уже опустили руки. Но на последние гонки нашли все силы и выступили успешно. Эта медаль мне еще дала новые знакомства, новые впечатления какие-то. В целом все понравилось, все хорошо. По приезду нашей сборной в Якутске провели чествование призеров соревнований. Юным спортсменам вручили благодарственные письма от имени главы Якутии Айсена Николаева и денежные сертификаты. На спортивных играх «Дети Азии» спортсмены столкнулись с жесткой конкуренцией. Среди соперников были призеры российских и мировых соревнований. «Дети Азии» показали, что у юных спортсменов из Якутии есть большой потенциал, но и есть над чем работать. Мы увидели, что наши дети очень способны, несмотря на то, что у нас нет специализированной инфраструктуры по зимним видам спорта, кроме биатлона и лыжных гонок. Тут нужно отточить мастерство по стрельбе. В общем-то, скорость у нас... Наибольшие успехи продемонстрировали лыжники. Илья Заворотных завоевал серебро, Анастасия Ткаченко и Владислав Парфенов получили бронзу в эстафете дружбы по лыжным гонкам. По приезду нашей сборной в Якутске провели чествование призеров соревнований. Юным спортсменам вручили благодарственные письма от имени главы Якутии Айсена Николаева и денежные сертификаты. Правильно угадать смазку лыжи и так далее, иметь запасные лыжи и так далее, арсенал. Но это все опять-таки... В конце концов, упирается в финансы. Но на сегодняшний день мы можем рассчитывать, что вот эти два вида у нас неплохо конкурируют на детском азиатском континенте. В медальном зачете первых зимних международных игр «Дети Азии» Якутия вошла в десятку лучших. Это хороший результат, на котором никто останавливаться не собирается. Соревнования показали необходимость развития зимних видов спорта в Якутии, чему в ближайшее время планируется уделять пристальное внимание. Ольга Башук, Георгий Григорьев, Якутск.